Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Линия судьбы. Кто что у вас на пороге. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения. Если у вас есть ваши вопросы, обязательно их задайте. Задайте высшим силам. И если мне высшие силы позволят, я обязательно их считаю и на них отвечу. Я думаю, все уже настроились, все уже подготовились, загадали. Давайте посмотрим, о чем нам расскажут и покажут высшие силы. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, смотрите, мои хорошие. У вас на ближайшее время идет 3 главных события, 3 ситуации, 3 события, 3 возможности. Трижды судьба вмешается. В ближайшее время я смотрю на полгода. Трижды вмешается в вашу жизнь, трижды вам будет дано. Либо к вам прилетит. Это нечто полезное, нечто важное и то, что вы совсем не ждете, не ожидаете. Да, понятно, что у вас есть мечты, да, понятно, что у вас есть какие-то свои желания, просьбы, но исполняться будут ровно те желания, просьбы и мечты, которые несут особое благо для вас и для вашей жизни. Вот именно в таком ключе. Трижды судьба дает. Дальше, мои хорошие. Здесь вот в основании у вас вышла развилка. Здесь решится личная жизнь. Смотрите, у одних отыграется, что очень сложные отношения у вас закончатся. То есть здесь будет поставлена точка. Здесь будет прервана связь, которая мучила, которая не делала счастливой, а наоборот, вот тянула все силы, все соки. Обескровила вас эта связь. Здесь вот человек, несмотря на то, что вы там давали шансы, просили, умоляли, уговаривали, лечили, я не знаю, что-то делали с этим человеком, да, все равно человек остается в своем прежнем положении, не желая ничего менять. Вот не хочется, все. Вот не хочу и точка. Ну, вы тогда скажете, окей, не хочешь, ну и не надо. Иди он куда хочешь, да, куда глаза глядят. Здесь будет поставлена точка. Это не страшно, это страшно выглядит сейчас. То есть вам сейчас вот тревожно, да, как же так, там, любила, семья, столько лет вместе, столько времени потрачено. То есть у вас есть свои опасения. Когда придет время выбора, вы как-то очень легко распрощаетесь с этим человеком. И это не будет как какая-то драма, катастрофа, печалька. Наоборот, это будет как прилив энергии, триумф. Вот все, как бы, да, рассчиталось. Все, освободилась. У вас такой позитив попрет, у вас так энергия пойдет. Вы сами себе будете удивляться. И люди, которые знают о вас, о вашей ситуации, там близкие, родные, подруги, тоже будут шокированы вот именно вашим настроением, вашим поведением. Они придут вас утешать, да, там, с запасом носовых платочков и баночками для слез. А вы такая веселая, а вы такая классная. Вы говорите, так, девчонки, пошли гулять, пошли там куда-нибудь во все тяжкие, оторвемся, покутим, повеселимся. Понимаете, вот она свобода, запах свободы идет. Вот решиться. И знаете что? У вас как-то сразу идет автозамена. То есть, ну вот кто пользуется смартфонами, да, когда вы пишете сообщение, иногда там ошибочно что-то пишешь, да, либо там букву пропустил, и вам предлагают правильный вариант. Вот и у вас такая автозамена идет. То есть вы избавляетесь от неправильного варианта, да, с ошибочкой человека, и вам предлагают сразу же хорошего. Говорит, ну, пожалуйста, вот. А вот это ничего, так, может, подойдет, присмотрись.
очень приличный мужчина появится. Конечно, никто не заставляет сразу кидаться с головой в новые отношения, там, жениться, детей рожать от этого человека. Нет. А вот просто провести время, повеселиться, отдохнуть, пообщаться. Вот идет человек. Может быть, в будущем вы раскрутите эту ситуацию. Да? Может быть, вы как избавитесь от этих неприятностей прошлого, да, там что-то поутихнет, забудется, и вы с этим человечком, возможно, даже будете дальше уже посерьезки что-то выстраивать. Но на ближайшее время этот человек идет вам как отвлечение, развлечение. Ну, такой, знаете, бракованный товар вы вернули, да, и вам выдали соответствующего качества человека. Так что, мои хорошие, здесь очень даже мило, очень приятно. Так, у кого-то развилочка идет, связанная с работой. Работа, где вы 100% себя выкладывали, где вы не работали, а батрачили, где с вас просто все тянули, забирали, еще потом вашими делами и гоняли, да, говорили: ой, там неправильно, ой, ты там медленный, ой, ты ленивый, ой, у тебя руки не с того места растут. То есть, понимаете, вот еще стебали вас за ваш тяжелый труд, за вашу 100% отдачу могли еще стебать, а какие-то условия даже могли быть мерзкие, создавали специально, искусственным образом, угнетали человека. Да? Вот. С такой работой я вижу, что вы, скорее всего, вы прощаетесь. У многих вижу, что отыграется не по собственному желанию. Вы очень боитесь потерять эту работу. Но понятно, да, когда нужно что-то кушать, а если есть детки, а если есть кредит, а если есть куча обязательств, то страшно даже вот такую гадкую работу, сложную, тяжелую, даже страшно потерять. Но тут уже, знаете, как судьба свои корректировки вносит. Я вам сейчас такую вещь скажу, только вы держите себя в руках. Не пишите мне гневные сообщения, просто подумайте над тем, что я сказала. Вот у вас очень серьезный потенциал, нереально серьезный. Вы человек творческий, вы человек активный, вы человек, который умеет взять себя в руки, умеет действительно выложиться на все, даже не 100, а на 200%, а умеет быть ответственным. Вам нужно развивать себя. Вам нужно не за копейки батрачить, да, чтобы там прокормиться хотя бы, а вам нужно зарабатывать. Пока вы на этой мерзкой работе были, да, сидели, вы не двигались. В принципе, вы приспособились, вы адаптировались, и да, плохо, не любили вы эту работу, но тем не менее, какая-то мнимая стабильность, она вас держала. Высшие силы это видят. Поэтому высшие силы немножечко вас, таким, скажем так, золотым пендалем, да, из этой работы турнули. Не для того, чтобы вас пустить по миру, не для того, чтобы ваши дети голодали, а для того, чтобы вас замотивировать, для того, чтобы вам дать стимул на вот это внутреннее развитие. Я вижу, что многие из вас поменяют полностью все. Кто-то поменяет сферу деятельности, а кто-то поменяет даже вид деятельности. То есть, если вы работали на кого-то, теперь, возможно, кто-то будет работать на вас. Да, дойдете вы до такого уровня. То есть, человек начнет искать, чтобы выжить. И здесь действительно вы раскроетесь целиком и полностью. Кто-то из вас пойдет поучиться, что-то новое освоит и будет развиваться в этом направлении, а кто-то из вас начнет, может быть, даже дома, да, из подручных материалов каким-то бизнесом заниматься. И, кстати, очень успешным. Поэтому, мои хорошие, здесь коса на камень. И так вам было плохо, плюс высшие силы решили вас раскрыть по полной. Да, какое-то время будет неспокойно. Лишились вы, да, какого-то даже, пусть и не очень достойного, но дохода, да. Придется, так мотивация у вас усилится. Будете очень быстро соображать, будете очень быстро находить новые варианты, и, конечно же, будете двигаться вперед. Однозначно. Я не вижу здесь людей, которые там с голоду погибнут, либо там по миру пойдут с протянутой рукой. Этого я не вижу. Наоборот, я вижу людей, которые сильные, которые раскроют в себе силу, которые блеснут всеми гранями своего ума и своего таланта. Вот это именно ситуация у вас отыграется. Дальше, мои хорошие, здесь у меня преображение женщин. Смотрите, какая красивая девушка смотрит в зеркало. Так, прям держит его, да, на руках и смотрит в него. Здесь однозначно с женщиной будут происходить перемены, и внутренние, и качественные, и наружные, и душевные, эмоциональные, то есть женщина будет меняться. Какой-то сложный этап, сложный период заканчивается. Период, когда вы
были разочарованы, как период, когда вы в себе сомневались, период, когда вы махнули на себя рукой. Значит, у одних пойдет желание собой заниматься, прокачивать себя и внешне, и внутренне, и по здоровью, и по всем-всем-всем сферам. А у других действительно такая перезагрузка идет, когда вы понимаете, что вы не для кого-то это делаете, вы делаете это для себя. Вот хочу и буду, и вы будете этим заниматься. И знаете, потрясающий результат здесь получится. Кстати, не первая отсыпка, где я это вижу, это очень классно. Мне нравится ваше настроение, мне нравится тот посыл, который вы будете нести миру. Смотрите, какая шикарная, да? Вот, и люди будут смотреть и говорить: да, ты самая шикарная. Вот именно так оно и будет. Здесь однозначно еще у девушек отыграется как какой-то дар, либо получение какого-то дара. Причем по размеру, возможно, что-то крупное. Вот кому-то идет прям наследство, а кому-то идет очень серьезный, дорогой подарок. Вот кто-то из девушек получит. Возможно, вы получите от того, кто вас любит, возможно, вы получите от кого-то из близких, а возможно, действительно вот по судьбе перепадет, что вам идет дар. Но это будет нечто очень дорогое. Это похоже на недвижимость, либо, может быть, даже на автомобиль, ну, либо действительно какая-то вот прям серьезная ценность. Кому-то, может быть, и бизнес по наследству перейдет. То есть вам идет, девушкам идет. Если смотрят меня мужчины, если вы с женщиной находитесь, встречаетесь, общаетесь, вот женщине вашей перепадет. Но как следствие и вам тоже достанется. Либо у вас будет девушка в будущем, да, которая, ну, вот такая наследница, да, либо любимица судьбы с такими вот дарами. Тоже, кстати, с вами поделится. Так, идем дальше. Лялечка выходит. Причем у кого-то как внуки идет, но внуки вот долгожданные, да, вот прям вы на эту лялечку молиться будете. А у кого-то вот ребеночек вот случайно, как-то спонтанно идет. То есть вы не ждали, вы не готовились. Для вас это будет большой сюрприз. Ну да, наверное, скромно сказать, что это сюрприз, это скромно. Просто вот жизнь, она как раз делится на до и после. Вот вы абсолютно об этом не думаете. Возможно, у вас даже уже какой-то определенный возраст, когда считается там рожать неприлично, да, там после 40, например. Вот. И тут, пожалуйста, вот такой вам сюрпризец приготовила судьба. И ну, я вижу, что вы оставите ребеночка, и для вас этот ребеночек, он действительно как благо, как новый стимул жить, как новый стимул себя по-новому оценить, да. То есть, ну, кто у нас мамочки? Обычно молодые женщины. Ну, и вы тоже вот будете стараться, будете чувствовать себя молодой, стараться быть молодой. То есть для вас это замечательно. Вот для бабушек это, конечно же, прям подарок грандиозный от судьбы. Я так понимаю, что вы как будто бы тоже будете беременная, да, вот все стадии пройдете, там, возможно, по всем будете ходить, там, исследованиям, чекапам, там, перед этой родовой палатой сидеть, там, ждать, переживать, и потом прям с первых дней вот прям ребеночка будете тискать, нянчить, и с большим удовольствием. То есть, возможно, когда вы рожали, когда ваши детки были маленькие, были другие обстоятельства, работа у кого-то нервные потрясения, кто-то, в принципе, был не готов, да, ну вот как не сообразила, все вот так в попыхах туда-сюда, там распылялось, кто-то нервничал, ну, все в жизни бывает. А тут вы уже душу отведете, и вот прям ребеночек как ваш идет. Вы настолько облегчите жизнь мамочки этого ребеночка, а плюс еще душу отведете, свою вот эту нерастраченную любовь, нерастраченную заботу, вы все туда положите. Вот, ну, как вторая мама, понимаете? Вторая мама будете, и это будет неоспоримо, и ребеночек также к вам будет относиться, то есть будете растить. Это ваша отрада. Это ваша отрада, ваше удовольствие и ваша реализованность в этой жизни. То есть вы почувствуете себя нужной, важной, живой. Вот что самое главное, живой. Так, идем дальше. Нет, еще момент вот по поводу ребеночка для мужчин хочу сказать. Мужчины, кто получит такое оповещение, да, извещение, что вы станете папой, не сомневайтесь. Вот это грех. Это грех сомневаться, не сомневайтесь. В данном конкретном случае, если вы, мужчина, зашли на мою цыпочку, это ваш ребеночек. Причем ребеночек, который полностью наследует вот что-то ваше, да, либо ваша внешность, либо ваш характер. Будет вот как 2 капли воды на вас похож, либо в поведении, либо ну, визуально, да. То есть это как ваша мини-копия.
понимаете? И этот ребеночек подарит вам очень много радости. Этот ребеночек как будто бы откроет для вас необычный мир, то, что было вам недоступно. Может быть, у вас есть дети, может быть, вы уже там трижды, там, может быть, и 10 раз папой становились, но именно конкретно этот ребеночек, вот прям, ну, такая роднюсечка, так вы вот будете с ним нянчиться, так вы будете ему радоваться, когда он родится. Вот поверьте, вот это ощущение счастья, отцовства вам было недоступно. И тут высшие силы вам это дают. Это ваша копия. Вы будете смотреть, и вы будете каждый раз вот восхищаться и удивляться, как этот ребенок с вами схож. Неважно, визуально, либо по характеру. Ну вот это мини-вы. Вот. Так и будете говорить: здравствуйте, это я, а вот это мини-я. Очень приятная ситуация. Так, идем дальше, мои хорошие. Какая-то женщина вышла. Ну вот не могу сказать, то ли она соперница, кого-то увела. Смотрите, видите, кого-то за руку взяла и увела. Соперница могла увести мужчину, либо такая, знаете, мамашка, да, мамашка сыночка своего увела, да, типа, ты плохая женщина, нам с тобой нехорошо, ты нас, скажем так, не любишь, не ухаживаешь, там целый список претензий, да, взяла и увела. Женщина увела мужчину. Значит, смотрите, как увела, так и назад приведет. Если мы говорим о маме, да, ревнивой маме, которая разбила семью, которая там создавала кучу проблем, здесь, смотрите, она назад этого мужчину приведет. Приведет, мало того, что она его назад приведет, мало того, что она умолять вас на коленях будет, что вот прости засранку, пожалуйста, сохрани семью, не бросай моего сыночка, так она еще вам что-то будет дарить. От нее в вашу сторону, смотрите, какая птица летит. Причем она, и как и птица, летающая рыба. Знаете, вот есть такие. Это и деньги, и могут быть даже какие-то ценности. То есть она вам будет это давать, вот как в оплату, да, вот я тебе буду давать деньги, я буду помогать тебе, я тебе наследство оставлю, какие-то там, может быть, реликвии там семейные, там старинные, да, я тебе это все передам, только моего сынульку не бросай, назад прими, живите, мир там и лад вам, и я трогать не буду, подходить не буду, ничего делать не буду. Да, у нее что-то будет происходить, она чем-то либо болеет, либо вот-вот заболеет, когда она поймет, что, ну, ее ситуация может быть плачевная, да, и, скорее всего, закончится печально, да, она, подумав, да, вот посидев, подумав, ну вот я уйду, с кем останется мой любимый сынок, кому он будет нужен. Вот, дойдет до нее, что вы были ему хорошей женой, что это она вам все испортила, и вот эта попытка все исправить. Вот придет и будет так себя вести. Для тех, у кого соперница увела мужчину, вы знаете, она увела вашего мужчину, вот, а сама потом его оставит. Оставит, причем, знаете, поменяет его на кого-то более успешного, либо более богатого. И оставит она его таким образом, она его вам подкинет. Знаете, вот как кукушки, которые там яйца свои подкидывают в разные гнездышки, вот она вам его тоже подкинет. Не могу сказать, как это произойдет. Вот как раз на соперницу не показали, на мамочку показали, на соперницу не показали. Но то, что она вам подкинет вам, может быть, звонок в дверь вы открываете, стоит ваш на пороге с чемоданчиком, да, и с записочкой: примите мальчика в добрые руки. Вот. Ну, что-то типа такого. Это будет очень комично, это будет очень, ну, странно, потому что там попользовалась, типа, ну ничего, я нашла себе получшую модель, да, лучший вариант, забирайте, ваш уже не котирует. Модель устарела с брачком. Ну, возврат идет этого человека. Не знаю, насколько он будет вам нужен, что вы будете с ним сделать, ну, что будете делать, здесь не показано. Но то, что он вернется обратно, да, это есть. Это есть. Надо, кстати, будет отсыпку сделать, посмотреть на соперницу и на мужчину, будет ли возвращать, и что потом с этим всем делать. А он у вас какой-то странный, он как ни рыба, ни мясо, да, податливый такой, запуганный, зашуганный, вот что-то он так сильных женщин любит. Кстати, это вам на заметку. Если вы все-таки его назад возьмете, я бы советовала вам вести себя подобно госпоже, вот в отношении этого человека. Ему это нравится, это его будоражит, и он почему так к маме тянулся своей, либо к этой сопернице? А потому что они были
вот именно в этой роли госпожи. Госпожа приказала, раб подчинился. Ну, есть такие мужчины, не знаю, как это правильно называется, там фетишист, не фетишист, как-то по-другому называется, вот, которые любят, чтобы женщина доминировала, чтобы женщина его побеждала. Ломай меня, ломай. Знаете, ну такое. Интересно. Кстати, да, вот для девочек, кто хотел отомстить, прекрасный момент для того, чтобы, ну, мужчине сделать максимально неприятно, да, чтобы он почувствовал то, что чувствовали вы. Предоставится такая возможность, ну а дальше вы уже будете сами решать, будете вершить его судьбу. Но то, что мужчина, которого уводили, будет возвращаться, это 100%, мои хорошие. Так, идем дальше. Здесь у меня корзина с проблемами, у нее порвались ручки. Много проблем по жизни было, много каких-то неприятностей, вы их как будто бы в эту корзину собирали, несли, когда стало совсем тяжело, тащили, и вот ручка разрывается. И эти все проблемы, они начинают с этой корзины выпадать. Слишком много вы на себя взвалили, мои хорошие, слишком много на себя взяли, не по силам вы на себя взяли. Очень много проблем на вас, ну, вам подкинули, да, добрые люди на вас повесили эти проблемы. Ну, в кавычках добрые, понимаете. Вот. Здесь высшие силы внесут свою справедливость. То, что ваше, вы порешаете. А то, что не ваше, владельцам вернется, понимаете. К истокам пойдет, к тем, кто вам это все создавал. На ваших глазах будут происходить удивительные вещи. Вот начнется у нас новолуние, и с этим новолунием, вот буквально там в первые несколько дней новолуния, очень много интересного вы узнаете о тех, кто вас окружает, будь то друзья, коллеги, соседи или родственники. Плюс, действительно, вы удивитесь, каким странным образом ваша жизнь становится проще, легче, веселее и даже в каком-то моменте праздничнее. То есть люди будут суетиться, метаться, как-то у них там проблемы увеличатся, будут вам жаловаться, будут вам рассказывать. А вы будете пожимать плечами и будете говорить, ну что ж, я очень, конечно же, сочувствую, но да, я думаю, что ты сам справишься. Да? Вот. Вы себе будете удивляться, что вы не захотите больше за чужих людей лямку тащить. И как легко, оказывается, можно отказаться от вот таких вот чужих проблем. Облегчение вам идет. Облегчение. Это замечательно. Так, идем дальше. Здесь какая-то повешенная. Повешенная, вы простите, что договорю, но вот именно так показали. Девушка, женщина висит. Висит, к чему-то привязана. Причем, скорее всего, сама себя привязала. И дала вот эти веревочки, да, конец веревочки какому-то не очень хорошему персонажу. А это может быть как мужчина, так и женщина. Кто-то вами играл, кто-то вас дергал за эти веревочки, какую-то тряпичную куклу. А вы и рады были. А вы и рады, не знаю, по какой причине вы это сделали, по какому заблуждению, по какой добродетели, да, вы на это сознательно пошли, но эти веревочки, они порвутся. Они порвутся, и у вас будет даже какой-то момент ужаса, да. Боже, мной никто не манипулирует, что мне делать, куда бежать, где мне найти нового манипулятора? Мои хорошие, как только такая мысль придет в вашу голову, ну, не знаю, ущипните себя. Хотите пощечину себе дайте, такого леща прям дайте, чтобы в себя прийти. Манипулятор ваш уходит. Уходит не потому, что вы решили от него избавиться, а потому что высшие силы дают вам свободу. Свободу действий, свободу жить и наслаждаться этой жизнью. У кого-то отыграется, что кто-то из родителей мог очень сильно манипулировать, и вы вот как на вот коротком поводке, да, разрывались между своей семьей и родителями. Либо вы всю свою жизнь посвящали своим родителям, там, будь то мама, папа, может быть, там бабушки, близкие, да, люди. При этом у вас не хватало ни ресурса, ни возможности строить свою судьбу. Здесь высшие силы говорят, все, хватит, точка. Тебе время пришло создавать свою жизнь, да, отстраивать свою жизнь. Кто-то начнет общаться, встречаться
вот все идет к новому дому, своему дому, там, где вы хозяйка своей жизни, а кто-то начнет работать, развиваться, карьеру строить, ну, конечно же, двигаться вперед. Однозначно. Вот то, что вас держало, вот эта веревка, да, она будет оборвана. Манипуляция утратит силу. Я не могу сказать, по какой причине. Это у нас в венце. Здесь дальше нет продолжения. Но то, что манипулятор больше не сможет на вас влиять, да, дергать вас за веревочки, это 100%. И то, что вы из этого подвешенного состояния становитесь на ноги, да, перед вами открывается новый путь, это тоже 100%. Так, идем дальше. Выходит у нас ключик. Смотрите, у кого-то машина идет. Вот смотри, и здесь мне показали про машину, что возможно такой подарок. И здесь машина идет. Машина. Но это не про переезд, нет. Это именно про машину как транспортное средство. И также может быть про путешествие, возможно, да, какую-то поездку на машине. Смотрите, если вы хотели иметь машину, но у вас не было ни денег, ни возможности, может быть, даже там водительские права вы не имели, здесь у вас вот прям какой-то шанс выпадает, чтобы купить, приобрести, причем как-то очень выгодно, да, вот прям машина идет, вот сама по себе машина, может быть, от кого-то достанется, ну, всяко в жизни бывает, да. Водить вы будете машину, либо, может быть, работа у вас будет связана с тем, что вам дадут машину, вы будете водить машину. Учиться однозначно будете, если прав нету. То есть у вас вот прям как необходимость идет, да, вот вам дают и все, говорят, все, ты должна. Не хотела, а вот теперь должна. Либо хотела, пожалуйста, получи, пользуйся. То есть очень важную роль будет играть машина в вашей жизни, либо поездки на машине. И вы себя будете по-другому чувствовать. То есть, может быть, у вас мобильность повысится, у вас возможность, да, там, путешествовать, что-то новое делать, либо работу свою выполнять. А может быть, вы многодетная мамочка, и вам кровь из носа необходим автомобиль для того, чтобы везде успевать, там, детей в школу, на курсы, на всякие там активити. Вот будет дана, и я вижу, что и будете водить вы очень исправно, прям тьфу-тьфу-тьфу, да, вы молодчинка в этом плане. Так, ну и самый вкусненький рисунок, я вам про ключ не рассказала, простите, прям чуть ли не забыла. По поводу ключа, тут однозначно новое место обитания, да, не жительства, а обитания, то есть смена одного пространства на другое. Это может быть переезд, скажем так, в пределах одного района, одного города, может быть и совсем дальний переезд. Но то, что у вас появится новое жилье, и по размеру этого ключа оно будет просто шикарное, да, пусть так и сбудется, вот это 100%. Место хорошее, само пространство хорошее, помещение шикарное. И понимаете, у вас этот ключ, он еще как ключ к новой жизни. То есть на новом месте у вас начнется новая жизнь, качественно новая. Не маленькая, там, убогая, забитая, а именно такая вот прекрасная, с большими возможностями, с перспективами, с удовольствием, да, жить. Жить и наслаждаться своей жизнью. Кому-то идет прям новое жилище, может быть, приобретение, либо строительство. Но это что-то будет большое, не маленькое, большое. Так, в венце, смотрите, какая у нас рыба, рыбище, я бы сказала. Очень худой человек, видите, очень худой человек поймал такую просто мега рыбу. Ну вот, если соразмерно, да, вот образ человека, и вот она огромная, это рыбище. Особенно для тех, кто нуждался, особенно для тех, кто никогда не жил в достатке, либо хотя бы в каком-то среднем достатке, да, средний класс, как там правильно говорят. Люди, которые очень нуждались, жили там, просто перебивались с хлеба на воду, ну, со всеми вытекающими. Вот у вас идет время изобилия. То есть улыбнется вам удача настолько высшие силы вот прям, ну, решили наградить, помочь, поддержать. Ну, достоин человек, достоин, да, вот прям уж на работе, на тяжелой, на вот этих всех лишениях прям истощал человек. Либо, может, кстати, вы болели, да, может быть, болезнь вас подкосила, у вас не было возможности там работать, зарабатывать. Вам будет дана эта огромная рыба. У одних отыграется как исцеление, хорошее здоровье, хорошее самочувствие. У других это действительно
повышение ваших доходов, причем до какого-то, ну, по вашим меркам на сегодняшний день космического уровня, когда не только покрытие расходов, но еще сможете жить в свое удовольствие и даже что-то, такие вот хорошие суммы откладывать. То есть, понимаете, качество жизни меняется. Это замечательно. Ну, как говорится, дождались. Не зря ждали. Пожалуйста, возьмите, получите. Я, честно, от этой отсыпки в удовольствие, да, вот удовольствие получила. Мне нравится то, что я вижу. Да, некоторые моменты тут непонятные, но тем не менее. Я вижу, что меняетесь вы. Я вижу, что меняется пространство вокруг вас. Эти качественные перемены, действительно, вы очень долго их ждали, и вы достойны этих перемен. Они несут вам благо, они несут вам добро. Кто зашел на эту отсыпку, пожалуйста, если хотите, чтобы мои предсказания как можно скорее исполнились, просто в комментарии напишите одно слово «принимаю». Тем самым вы дадите знак высшим силам, что да, это про меня. Да, я это принимаю, да, я это хочу. Я этого очень жду. Пожалуйста, поспешите. Давайте все и сразу. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.